Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям нарам чева нароттамам девим сарасватим вьясам тато джая мудирает. Нашта праешва бадрешу нитям бхагавата севая. Бхагаватю тамашлоке бхактир бхавати наштики. Так, Харе Кришна, еще раз, дорогие преданные, у нас Бхагаватам, 6 песня, 5 глава, 39 стих. Hare Krishna ძვირფას ვერტყულებო ჩვენ ვკითხულობთ ბჰაგავატამის მეექვსე სიმღერის მეხუთე თავის 39 ლექსს. Читаем санскрит, условный перевод, перевод Шрила Прабхупады. Нану Бхагавата Нитям Бхутану Грахакатараха Притетвам Сохридах Нам Вайрам Карам Авайринам. Пословный перевод. Нану ведь Бхагаватаха, преданные верховной личности Бога. Нитья вечно. Бхута Ануграха Катараха, обеспокоенный тем, как пролить милость на падшие души. Рите, кроме Твам, Тебя, Саухридагханам, разрушающего дружбу, потому недостойного причисляться к Бхагаватам, преданным Господа. Воистину, Вайрам Карам, сеющего вражду, а Вайринам, невраждебных. Литературный перевод и комментарии о божественной милости Бхактивиданты с вами Шила Прабхупада Ки Джай. Преданные Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежды преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе. Или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе не совестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? Комментарий. Такие же обвинения приходится выслушивать и слугам Нарады Муни и его последователям в цепи духовных учителей. В нашем движении сознания Кришны мы учим молодых людей строго следовать предписаниям шастр, чтобы стать преданными и вернуться домой к Богу. Но наша деятельность не находит одобрения ни в Индии, ни в странах Запада, где мы пытаемся расширять наше движение. В Индии против нас выступают кастовые браманы. Им не нравится, что мы возвышаем иностранцев, которых они считают млечхами и яванами, до положения браманов. После того, как эти молодые люди под нашим руководством научатся воздерживаться от мирских удовольствий, мы признаем их истинными браманами и надеваем на них священный шнур. И кастовых браманов это задевает. На Западе же нам противостоят родители, юноши и девушек, примкнувших к нашему движению. Мы ни с кем не хотим враждовать, но понимаем, что непреданные всегда будут относиться к нам враждебно. Невзирая на это, мы должны, как учат шастры, быть терпеливыми и милосердными. Преданный проповедник должен быть готов сносить упреки невежд и в то же время проявлять милосердие к падшим, обусловленным душам. Господь непременно заметит служение того, кто стоит в цепи духовных учителей, начинающиеся с Нарады Муни, и добросовестно исполняет свой долг. Кришна сам обещает это в Бхагавад-гите 18.68-69.
Я идам парамам гухьям мат бхактеша бхитхасьяти бхактим мои парам критва. Мама вешьятя самшаха начата сман мануши шукаштин ме прия криттамаха бавита начамета смат аньях приятару ви. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно придет к чистому преданному служению и в конце концов вернется ко мне. В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. Так давайте же проповедовать учение Господа Кришны, не боясь врагов. Наш единственный долг – удовлетворить Господа своей проповедью. Тогда Господь Чайтанья и Господь Кришна признают наше служение. Нужно искренне служить Господу и не останавливаться в страхе перед мнимыми недругами. В этом стихе примечательно слово «саухридак-хнам», разрывающий узы дружбы. Поскольку Нарада Муни и его последователи разрывают дружеские и семейные узы, их иногда обвиняют в том, что они разжигают вражду между родственниками. Саухридак-хнам. На самом деле преданные друзья всех живых существ Сухридам Сарвабхутанам. Однако их ошибочно принимают за врагов. Как мы видим, проповедь может быть трудным, неблагодарным делом, но проповедник должен неуклонно исполнять волю Верховного Господа и не бояться материалистичных людей. Конец комментария. თარგმანი. ოფლის ყველა ერთგული მოწყალია განპირობებული სულების მიმართ. შენ კი, თუმცა ერთგულის სამოსელში გამოწყობილ ხარ, მტრად იხდი მათ, რომლებიც არ გმტრობენ. მეგობრობას ჩემულობ და მათ შორის განხეთქილებას თესავ, ნუ თუ არ აგრცხვენია, რომ ერთგულივით შემოსულ ხარ და თან ასეთ საძაგლობას ჩადიხარ. კომენტარები. აი, ასეთი ბრალდებების მოსმენა უწევთ ნარადა მუნის მსახურებსაც, რომლებიც მის მოწაფეობრივ თანმიმდევრობას მიეკუთვნებიან. კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის საშუალებით ჩვენ ვცდილობთ ვასწავლოთ ახალგაზრდებს, როგორ მიხვდნენ შასტრების დანაწესებს, რათა ერთგულებად აღზარდოთ ისინი, რათა შინ ღმერთთან დაბრუნდნენ. მაგრამ ჩვენს მიერ გაწეულ სამსახურს არც ინდოეთში აფასებენ და არც მის საზღვრებს გარეთ დასავლეთში, სადაც კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის გაფართოებას ვცდილობთ. ინდოეთში კასტობრივი ბრაჰმანები კრიშნას ცნობიერების მოძრაობის მტრებად იქცნენ, რადგან მლეჩხებად და იავანებად მიჩნეული უცხოელები ბრაჰმანის მდგომარეობამდე აგვყავს. ჩვენს ასკეტური თვითშეხედულვასა და აღთქმების შესრულებას ვასწავლით მათ და ბრაჰმანებად ვაღიარებთ, მხარზე ვკიდებთ რა წმინდა ზონარს. ინდოელი კასტური ბრაჰმანები მეტად უკმაყოფილონი არიან დასავლეთში ჩვენი მოღვაწეობით. დასავლეთში კი ჩვენი მოძრაობის წევრი ახალგაზრდების მშობლები ჩვენს მტრებად იქცნენ. ჩვენ სამტროს არაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ არაერთგულები მაინც ყოველთვის მტრულად იქნებიან ჩვენს მიმართ განწყობილნი. მიუხედავად ამისა, როგორც შასტრებში ანათქვამი, ერთგულმა მოთმინება და მოწყალება უნდა გამოიჩინოს. ქადაგებელი ერთგულები მზად უნდა იყვნენ ისმინონ უმეცართაგან მძიმე ბრალდებები და ამავე დროს მოწყალება შეინარჩუნონ დაცემული განპირობებული სულების მიმართ. თუ კი ნარადა მუნიდან მომდინარე მოწაფეობრივი თანმიმდევრობის ხაზით ადამიანი თავის მოვალეობას შეასრულებს, მის სამსახურს უთუოდ დაინახავს უფალი. როგორც კრიშნა ამბობს ბჰაგავად გიტაში, ის ვინც ჩემს ერთგულებს ამუზენაეს საიდუმლოს უმხელს, უთუოდ მიდის ერთგულ მსახურებამდე და ბოლოს ბრუნდება ჩემთან. მე მასზე ძვირფასი მსახური არ ამყავს ამ ქვეყნად და არც ოდესმე მეყოლება. მას განვაგრძოთ უფალი კრიშნას ეპისტოლის ქადაგება და ნუ გვექნება მტრების შიში. ჩვენი ერთადერთი ვალია იგი დავაკმაყოფილოთ ამ ქადაგებით, რასაც უფალი ჩაიტანია და უფალი კრიშნა ჩვენს ერთგულ მსახურებად ჩათვლიან. ჩვენ გურთფელად უნდა ვემსახუროთ უფალს და არ შევდრკეთ ეგრეთ წოდებული მტრების წინაშე. ამ ლექსში ნახმარია სიტყვა მეგობრული ურთიერთობების დამრღვევი, რადგან ნარადა მუნი და მისი მოწაფეობრივი თანმიმდევრობის წევრები მეგობრულსა და ოჯახურ კავშირებს არღვევენ, ზოგჯერ მათ ბრალს სდებენ, როგორც ნათესავთა შორის მტრობის გამჩაღებლებს. სინამდვილეში ასეთი ერთგულები ყოველი ცოცხალი არსების მეგობრები არიან, მაგრამ ამ დამოკიდებულებას არასწორად პრობას თვლიან. ქადაგება შეიძლება საძნელო, უმადური საქმე იყოს, მაგრამ
ქადაგებელმა უზენაესი უფლისნება უნდა შეასრულოს და არ შეუშინდეს მატერიალისტურად განწყობილ ხალხს. კომენტარების დასასრული. Gyanatimирандасya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamagyam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Gurum Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Так, Харе Кришна, еще раз стих прочитаем. Нану Бхагаватям Хутану Граха Катаха Ритетвам Сахридах Намвай Вайрам Карам Авайринам. Преданный Господа всегда пекутся о благе падших душ. Ты же, рядясь в одежды преданного, ссоришься с теми, кто не враг тебе. Или же предаешь дружбу и сеешь раздор среди друзей. Неужели тебе не совестно, надев личину преданного, совершать такие отвратительные поступки? კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ლექსი. ყოფილის ყველა ერთგული მოწყალია განპირობებული სულების მიმართ. შენ კი თუმცა ერთგულის სამოსელში გამოწყობილ ხარ. ტრადიხდი მათ, რომლებიც არ გმტრობენ. მეგობრობას ჩემულობ და მათ შორის განხეთქილებას თესავ. ნუ თუ არა გრცხვენია, რომ ერთგულივე შემოსირხარ და თანაც ასეთ საძაგლობას ჩადიხარ. Да, и так здесь продолжается возмущение Дакши действием Нарады Муни. Вот он ему высказывает все свое недовольство. აქ გრძელდება დაქშას აღშფოთება ნარადა მუნის ქმედებების მიმართ და გამოხატავს თავის უკმაყოფილებას. Вот, и он вроде бы, как сказать, правильные вещи говорит, кажется, вот, но в итоге доходит до проклятия преданного, до оскорбления. შეიძლება ერთ შეხვედრით მოგოჩვენოს, რომ ის კარგ რამეებს ამბობს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის ამით ერთგულის წყევლამდე მიდის, ერთგულის შეურაცხყოფამდე. Вот, то есть мы просто должны, да, понимать, почему в Бхагаватам тут такие истории описываются. Вот это с Дакшей уже не первая такая история. ჩვენ უნდა მივხვდეთ ბჰაგავატამში რატომ არის ასეთი ისტორიები აღწერილი დაქშას შემთხვევაში. ეს არ არის პირველი ისტორია. Вот. Самый, главный урок такой, который на поверхности лежит, это опасность оскорблений, конечно же. თავარი გაკვეთილი, რომელიც ზედაპირზეა, ეს არის შეურაცხყოფების საშიშროება, რა თქმა უნდა. Вот Господь Чайтанья говорит, что всего две причины есть, чтобы человек отошел
Нашел от преданного служения. ფალი ჩაიტანია ამბობს, რომ სულ ორი მიზეზი არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანმა უარი თქვას ერთგულს სამსახურს. Да, это асад санга и парадха, вайшнава парадха. ეს არის ასად სანგა და ვაიშნავა აპარატი. Вот, и вайшнава парадха, он, знаем эту аналогию, он сравнивает ее с бешеным слоном, который вырывается в сад и все уничтожает. ჩვენ ვიცით, რომ ის ვაიშნავა აპარატას ადარებს გაგიჟებულ სპილოს, რომელიც გიჟებით მორბის და ყველაფერს ათელავს გარშემო, ანადგურებს. Вот, и последствия оскорблений, они тянутся, ну, очень долго, то есть из жизни в жизнь, много жизней может тянуться. ხოლო აპარატების შედეგები ძალიან დიდ ხანს გვხვდება თან, რამდენიმე ცხოვრებაც შეიძლება გაყვეს. Вот, и Dakша в прошлой своей воплощении оскорбил Шиву, вот, и последствия этих оскорблений пришли к нему как бы и в этой жизни тоже. დაგშამ წინა ინკარნაციაში შივა შეურაცხო და ამ ინკარნაციის შედეგები ამ ცხოვრებაშიც გადმოჰყვა მას. Следствие в том виде, в смысле, что ну, когда человек совершает какой-то поступок, вот, то остается след в сознании, самскара. ყვალი იმ კუთხით გადმოყვა, რომ როდესაც ადამიანი რაიმე ქმედებას ჩადის, ცნობიერებაში რჩება შთაბეჭდილება, სამსკარა. Вот, и у нее вот эти есть два следствия. Одно это то, что придет реакция на это, а второе это то, что она усиливает желание совершить это снова. მას აქვს ორი შედეგი, ერთი რომ გრჩება ეს სამსკარა და მეორე კიდევ აძლიერებს სურვილს, რომ კიდევ ჩავიდინოთ იგივე რამ. Вот. Так же, как люди становятся, ну, рабами каких-то дурных привычек, курения, наркотиков, там, или даже игромания, ну и მას много разных маний. ასე ხდებიან ადამიანები ამ თავისი ცუდთვისებების ამყოლები, მონები, როდესაც სულ იმეორებენ, სულ იგივე საკეთებენ, მაგალითად სვამენ, ნარკოტიკებს იღებენ ან თამაშობენ. Вот. Последствия придут потом, а сразу приходит то, что человек один раз попробовал, и у него появляется желание сделать это еще раз, это все потом еще раз. И поэтому даже мы Дакшу больше не наблюдаем в Бхагаватам. Его как бы будущее, видимо, печально очень. ადამიანს, როდესაც ერთ რამეს გააკეთებს, ეს შთაბეჭდილება სამსკარა იძულებს, რომ კიდევ გააკეთოს იგივე. და ამიტომაც დაქშას ვხედავთ, რომ ამის შემდეგ აღარც ჩნდება ბჰაგავატამზე, როგორც ჩანს, მისი მომავალი სავალალოა. Вот, и внешне, ну, кажется, если прочитать его, ну, его как бы вот утверждение в этих нескольких стихах, то, ну, вроде бы на поверхности он правильные вещи говорит, кажется. თუ მის მტკიცებებს დავიკითხავთ, ზედაპირულად თითქოს ზედაპირზე ესე ჩანს, რომ ის სწორ რამებს ამბობს. Вот, то есть он говорит, зачем как бы склонять людей к отречению, когда они еще не прошли как бы опыт жизненный. ის ამბობს, რატომ უნდა убедзго ადამიანებს, რომ განდეგილები გახდნენ, თუ ცხოვრების გამოცდილება ჯერ არ აქვთ გავლილი. Вот, логика его послания, она проста, то есть человек должен вот исполнить все свои материальные желания какие-то там, понаслаждаться, и потом, наконец, присытившись этим, типа он может стать отрешенным. მისი ლოგიკა მარტივია, ანუ ადამიანმა ჯერ უნდა განიცადოს მატერიალური სიამოვნებები, ნახოს ეს რა არის და შემდეგ უკვე დაადგეს განდეგილობის გზას.
Вот, но привязанности, живя вот материальной жизнью, привязанности, к сожалению, ну так тонко и сильно опутывают сердце человека. Вот. Даже такого, как Дакша, он тоже непростой человек был, один из Праджапати. მაგრამ მატერიალური მიჯაჭვულობები ძალიან მარტივად ხლართავს იხლართება ადამიანის გულში. დაგშაც კი არ იყო უბრალო ადამიანი და მასაც კი ეს დაემართა. Вот. И привязанность, она приводит, ну, к проблемам. И очевидно, что легко можно определить, есть ли у меня привязанность или у меня, ну, то есть здоровая привязанность бывает и нездоровая. როგორც ჩანს, მარტივად შეიძლება განსაზღვროთ მე ჯანმრთელი მიჯაჭვულობა მაქვს, ან საერთოდ მაქვს თუ არა მიჯაჭვულობა, თუ ცუდი მიჯაჭვულობა მაქვს. Раджансад. Да, то есть здоровая привязанность это то, о чем Прабхупада там пишет в Бхагавад-гите в 13 главе, когда перечисляет 20 составляющих знания. И одно из... Да, говори. ჯანსაღი მიჯაჭვულობა არის, რომელსაც შრილა პრაბჰუპადა ჩამოთვლის ცოდნის 20 შემადგენელ ნაწილს ბჰაგავად-გიტაში. Да, и там одно из этих составляющих это понимать, что привязанность там к семье и к детям это зло. И там Прабхупада объясняет, что ну, наши как бы близкие это естественные объекты нашей любви, и мы должны о них заботиться и проявлять любовь к ним. Вот. Если это не мешает преданному служению. Вот. იქნებ Здоровая привязанность, когда мы понимаем, что они просто души Господа, частички, и они не моя собственность. იქნა თქვამია, რომ ოჯახზე მიჯაჭვულობა ცუდია, მაგრამ შრილა პრაბჰუპადა ხსნის, რომ თუ გვესმის, რომ ისინი ჩემი საკუთრება არ არიან და სულები არიან, მასზე რა თქმა უნდა, მათზე რა თქმა უნდა ვზრუნავ და ეს ჯანმრთელი მიჯაჭვულობა თუ ამ კუთხით ვზრუნავ მათზე და ამ გააზრებით. Вот, а когда человек думает, что это ну, моя семья, мои дети, моя страна, вот, даже моя вселенная, там, как Прабхупада пишет, расширенные формы эгоизма даже там расширяются, могут альтруизмом человек заниматься. Ну, это всего лишь тоже форма эгоизма, если там нет понимания ишаваси, то, что Бог в центре и все ему принадлежит. მაგრამ თუ ღმერთი ცენტრში არ არის და ასეთი გაგება გვაქვს, რომ არის ჩემი ოჯახი, ჩემი ქვეყანა, ჩემი სამყარო თუნდაც ეს სხვადასხვა გაფართოება ეგოიზმის, მაშინ ეს სულ სხვა არის. Вот, и ну, критерием, по которому можно понять, как бы это правильная привязанность или неправильно, это по реакции на то, что происходит с теми, к кому мы привязаны. Вот. და კრიტერიუმი როგორ უნდა გავიგოთ ეს ჯანსაღი მიჯაჭვულობა თუ არა, ეს არის რეაქციით, რა იმართება მათ, ვისაც მიჯაჭვულები ვართ. Вот, и несмотря на как бы красивые правильные слова, но реакция Дакши говорит об обратном, потому что он, как там выше говорилось, он в гнев, он там дрожащими от гнева губами стал как бы его оскорблять. Вот эта თითქოს реакция гнева, это говорит о том, что у него привязанность была материальная. თვითონ თვითონ სიტყვები რა თქმა უნდა შეიძლება მოგოჩვენოს რომ სწორია, მაგრამ თვითონ მისი რეაქცია იქნა თქვამია რომ კანკალებული ტუჩებით საუბრობდა გაბრაზებული და თვითონ ეს ბრაზის რეაქცია ნიშნავს რომ მას ჰქონდა მატერიალური მიჯაჭვულობა. Вот, то есть если эмоции наши очень негативные, вот, мы впадаем там, в гнев, в раздражение, в злость, там, не знаю, еще что, то это свидетельствует о том, что мы, к сожалению, привязаны неправильно.
თუ ჩვენი ემოციები ნეგატიურია, ღიზიანდები, თუ ბრაზდები, თუ ბოროტდებით, ეს სამწუხაროდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არასწორი მირაჭულობა გვაქვს. И в этом другой пример правильной реакции на какие-то вещи. Это вот пример Нарады Муни, да, в этой истории. და სხვა მაგალითი სწორი რეაქციის არის ამ ისტორიაში ნარადა მუნი. Вот, Прабхупада там, конечно, в комментарии говорит о том, что это неизбежно, как бы вот такие конфликтные ситуации для преданных, особенно для проповедников. პრაბჰუპადა კომენტარებში ამბობს, რომ გარდაუვალია ასეთი კონფლიქტური სიტუაციები ერთგულებისთვის, განსაკუთრებით კი მქადაგებლებისთვის. Вот, и Нарада Муни, ну там дальше, конечно, чуть эта глава уже заканчивается, там дальше Прабхупада объясняет, что на самом деле он хотел, чтобы Дакша тоже стал на путь преданности, на путь стал вайшнавом. სამში შილა პრაბჰუპადა ხსნის, რომ ნარადა მუნის ისიც უნდოდა, რომ დაქშა ერთგული გამხდარიყო, ვაიშნავი გამხდარიყო, გაეხადა. Вот, его логика мысли была такая, что человек, ну, когда какое-то горе его настигает, он, ну, когда как схлынет какая-то первоначальная реакция, то он может стать предрасположенным к, как сказать, ну, к словам о трансцендентном знании. ის ფიქრობდა, რომ თუ დარდი აქვს ადამიანს, შესაძფერისი მომენტია, რადგანაც შემიძლია მივიდე და უფრო მიმღები იქნება ტრანსცენდენტული ცოდნისთვის ასეთ მდგომარეობაში. Как в истории с Читракету, в этой же песне дальше мы будем тоже проходить эту удивительную историю с Читракету Махараджем, который тоже был привязан к сыну, который долгожданный, еле он его как бы выпросил у Ангира. ჩვენ ჩიტრაკეტუ მაჰარაჯის ისტორიასაც ვნახავთ ამავე სიმღერაში. ძალიან საინტერესო ისტორია, როდესაც ისიც დარდიან მდგომარეობაში იყო შვილის მიჯაჭვულობის გამო, მაგრამ მან სრულიად სხვაგვარად აღიქვა ეს ქადაგება. Вот, и то есть он души в нем не чаял, у него там были миллионы этих жен, цариц, и все были бесплодные, ну, то есть не было у него детей. И только вот одна там, самая первая, Критадьюти, по-моему, ее звали, там Ангира провел ягью, и, в общем, она родила ему сына. მას ყავდა მილიონი ცოლი, მაგრამ ვერც ერთი ვერ ყველა უშვილო იყო, მაგრამ ანგირამუნი მიაგია ჩაატარა მისი წყალობით, ასე ვთქვათ, მას ეყოლა შვილი, პირველმა ცოლმა გააუჩინა შვილი. Вот, долгожданный ребенок, такая у него любовь была к нему, вот, и потом раз, и он умер, отравили его, იმდენ эти ხანს другие жены. იმდენ ხანს ელოდა ამ ბავშვს და შემდეგ როდესაც ეს შვილი, მაგრამ როდესაც შვილი გაუჩნდა, მალევე ის მოწამლეს სხვა ცოლებმა შურის გამო. Вот, и в этом горе, конечно, когда к нему пришли опять Ангира Муни с Парватой, по-моему, вдвоем уже они пришли, и вот в таком состоянии человек бывает восприимчив, ну, к каким-то словам, которые несут более глубокий смысл и может вывести человека на другой уровень сознания. შემდეგ უკვე მივიდნენ მასთან ანგირამუნი, მის მეგობარიც გაიყოლია და ორივე ქადაგებდა უქადაგეს მას ასეთ დარდიან მდგომარეობაში და ასეთ დროს ქადაგებას გადაყავს ადამიანი ცნობიერების სხვა დონეზე. Вот, то есть по-другому посмотреть на то, что происходит в жизни. И благодаря этому вот Читракету, да, стал великим преданным. ამის მეშვეობით ადამიანს შეუძლია სხვაგვარად შეხედოს ცხოვრების სიტუაციებს და ზუსტად ამის გამო ჩიტრაკეტუ გახდა დიადი ერთგული. Вот, и Нарада Муни тоже рассчитывал на это, то есть в этой истории с Дакшей. ნარადა მუნის ზუსტად ამის იმედი ჰქონდა დაქშას ამ ისტორიაში.
Вот, но так у него не получилось. Не всегда у преданных все получается. Кого-то привлечь к сознанию Кришны, иногда люди не привлекаются. მაგრამ დაშლა შემთხვევაში ეს არ გამოუვიდა, ყოველთვის არ გამოდის ვინმე კრიშნას ცნობიერებით მიიზიდო. ისე გააკეთო რომ ვინმე მიიზიდოს კრიშნას ცნობიერებით. Вот. Но нам нужно, вот здесь Прабхупада пишет о том, каким должен быть преданный. Вот. И вот нам нужно понимать, что это ну, то, к чему мы должны стремиться. То есть вот это терпение, милосердие, смирение, третий стих Шрившаштаки, который мы все знаем. თუმცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს რისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ მოთმინებისკენ, მოწყალებისკენ, თანაგრძნობისკენ, მესამე ლექსი შრიქშაშტაკასი მაგალითად ჩვენ ყველამ ვიცით ეს. Вот. Это легко сказать, но сложнее так жить, ну, так реагировать на какие-то острые моменты, да. მარტივია ეს თქვა, მაგრამ უფრო რთულია ასე იცხოვრო, ასეთი რეაქცია გქონდეს ასეთ მომენტებზე. М. Вот. И наши реакции, вот это особенно внутренние, ну, мы должны отслеживать их. То есть, что нам мешает на самом деле вот так реагировать, это наше эго, да. ჩვენი რეაქციები უნდა ვაკვირდებოდეთ განსაკუთრებით შინაგან რეაქციებს, რა გვიშლის ხელს, რომ ასეთი რეაქცია გქონდეს, გვიშლის ხელს განსაკუთრებით ეგო. Вот. И, ну, ошибка, которую можем допустить, когда вот, ну, читаем такие наставления Шрилы Прабхупады, примеры там, великих преданных, которые вот так реагируют на какие-то острые моменты. და შეცდომა რაც შეიძლება დავუშვათ, როდესაც ვკითხულობთ შრილ პრაბჰუპადას დარიგებებს ან ერთგულების მაგალითებს, როდესაც ვკითხულობთ, რა რეაქცია აქვთ ასეთ მომენტებში. Вот, и поскольку, ну, мы не свободны еще, то есть мы не являемся святыми, вот, то мы можем совершить ошибку и сделать вид, что мы, ну, когда нас там кто-то оскорбил или обидел или задел что-то, мы просто делаем вид, что мы смиренно прощаем и никак не реагируем на это. მაგრამ ჩვენ შეიძლება, ესე ვთქვათ, იმ ჯერ წმინდანები არ ვართ და შეიძლება ისეთი მოვაჩვენოთ თავი, რომ არანაირი რეაქცია არ გვაქვს და თავმდაბლურად ვუპატიობთ ასეთ ადამიანს რა იმის. Вот, но внутри, если мы, ну, внутри вот эти эмоции негативные все равно испытываем, это значит, что анархи не ушли, и как бы мы, ну, не надо имитировать как бы святость. То есть есть анукаранам, есть анусаранам. Да. მაგრამ თუ შინაგანად იგივე ემოციები, ნეგატიურ ემოციებს განვიცდით, ეს ნიშნავს, რომ ანართები ჯერ არ წასულა და არ უნდა მოვახდინოთ იმიტირება სიწმინდის, წმინდანობის. Вот, то есть, чтобы не стать, ну, как это сказать, лицемером, это не значит, конечно, что надо сразу бурно проявлять реакцию в ответ на какую-то там в наш адрес какую-то неприятную вещь, в ответ сразу говорить «сам дурак». Вот. ამგვარად არ უნდა ვითვალთ მაგцот, ეს არ ნიშნავს, რომ მაშინ ნეგატიური რეაქცია უნდა გამოვხატოთ და უთხრათ ჩვენ თვითონ ხარ სულელი. Вот, это другая крайность. Но у преданных бывает и вот другая крайность, когда они просто подавляют в себе эти реакции, эмоции негативные, и не понимают, что это не проявление смирения. მაგრამ არსებობს მეორე უკიდურესობაც, რა დროსაც ერთგულები уბრალოდ, ასე ვთქვათ, თურგუნავენ ამ ნეგატიურ ემოციებს და ვერ ხვდებიან, რომ ეს არ არის თავმდაბლობის გამოვლინება. Вот, потому что мы должны очень хорошо понимать, что у нас есть вот эти внутренние программы нашего ложного эго, как в компьютере, много программ. Вот, и есть эти программы, которые называются анартхами, вот, которые мешают нам проявлять свою истинную природу души. რადგან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ გვაქვს შინაგანი პროგრამები, რომლებსაც ეტოდება ანართები, რაც ხელს გვიშლის, რომ გამოვავლინოთ ეს სულის ბუნება.
И проблема в том, что вот эти анархии, вот эти ложные программы, те же, тот же гнев, жадность и так далее, гордость, а, просто поскольку мы жили с ними множество жизней, а мы их воспринимаем как ценность, как артху, а не как анарху. პრობლემა იმაშია, რომ ეს სანართები, რომლებიც უკვე შეგვიხორცდა და იმდენ ხანს არის ჩვენთან, ეს შინაგანი პროგრამები სიბრაზეს და სხვადასხვა ცუდ თვისებებს აღვქვამთ როგორც ართას, როგორც ღირებულებას და არა როგორც ანართას. Вот, то есть мы их субъективно, подсознательно, даже мы на теоретическом уровне можем говорить, что да, там кама, кротха, лобха там, и так далее, это вот наши враги, да, это мои враги. Но внутри мы как бы по инерции, они нам помогали выживать в этом мире, все эти анархии. თეორიულად ჩვენ შეიძლება ვამბობთ კამა, კროთა, ლოფა ეს სუდია, მაგრამ რეალურად ეს ანართები გვეხმარებოდნენ, რომ ამ სამყაროში გადავრჩენილიყავით. Вот, то есть как это, ну, там, допустим, кама, как это, что плохого? Если я живу в этом мире, я должен чего-то как бы хотеть, к чему-то стремиться. Или მა- там гнев, скажем, как и гнев помогал мне защищаться, спасать, как бы выживать здесь. И поэтому это суть защитные механизмы, которые сформировались за прошлые жизни. მაგალითად, კამა რატომ არის ცუდი, რაღაცა მინდოდეს და ამისგან ვისწრაფოდე, ან ბრაზი რატომ არის ცუდი, ეს თავდაცვის მექანიზმია, რომლებიც გვეხმარებოდა ამ ცხოვრებაში. Вот. И вот они нам мешают проявлять свою естественную природу, природу души, то есть природу слуги. Это то, что называется этапом анархоневрит. და ისინი ხაზს გვიშლიან, რომ გამოვავლინოთ ეს სულის ბუნება, ჩვენი ნამდვილი ბუნება და ზუსტად ეს არის ეტაპი, რომელსაც ეწოდება ანართანივრიტი. Да, и если преданный, ну, даже доходя до этого уровня, вот, не пытается с этим, ну, глубоко разобраться, потому что эго сопротивляется, оно не хочет избавляться от этих анархов, потому что они помогали нам выживать в условиях материального мира. თუ ადამიანი ამას როდესაც ეჩეხება, ისინი ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეგო წინააღმდეგობას უწევს, როდესაც ადამიანი ამისგან გათავისუფლებას ცდილობს და არ უნდა რომ მოშორება ამ ყველაფერს. Вот. И эти все анархии, они же требуют определенной энергии. То есть они, ну, знаете, как когда в компьютере много программ работает, они, ну, забирают его эту энергию, и иногда он начинает зависать. ანართები მოიხმარს დიდ ენერგიას, როგორც კომპიუტერში, როდესაც ერთდროულად ბევრი პროგრამა მუშაობს, ბევრი ენერგია მიაქვს და განიჭედება კომპიუტერი. Вот. И точно так же человек, когда у него вот этих много работает, этих программ, анарх, вот, его часто он может чувствовать себя вот этим усталым, таким опустошенным, раздраженным, то есть чувство дефицита, неполноценности. და როდესაც ადამიანში ზუსტად ეს ბევრი ანართა მუშაობს, ერთად შეიძლება გრძნობდეს არასრულყოფილების გრძნობას, დეფიციტს, ცუდად გრძნობდეს თავს ამის გამო. Вот, и если, ну, вот это, ну, вещь, которую мы не замечаем, ну, то есть мы будем пытаться просто внешне подстроиться под какие-то требования, да, вот там, в обществе преданных есть определенные какие-то, ну, стандарты, правила, поведения какие-то, и мы будем пытаться только внешне подстроиться под это, и все. მაგრამ თუ ჩვენ შევეცდებით რომ უბრალოდ გარეგნულად მოვერგოთ ამ ყველაფერს რაიმე წესებს, რაც ერთგულების საზოგადოებაში არის და უბრალოდ გარეგნულად მოვერგოთ და მორჩა, Вот, то есть мы будем, ну, просто подавлять негативные эмоции, думать, что у нас их нет, что мы их контролируем, вот, то есть, а это на самом деле иллюзия, если мы подавляем негативные эмоции.
და ამ დროს ჩვენ ნეგატიური ემოციების დათრგუნვა გვიწევს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი ჩვენ არ გვაქვს და ეს ნამდვილში ილუზია, თუ ჩვენ თრგუნავთ ნეგატიურ ემოციებს. Вот. И нужно хорошо понимать, что тело это механизм такой определенный, и как он работает. То есть вот эти программы все, анархии, вот эти паразитические программы, вирусные программы, они порождают в нашем эго определенные мысли. და უნდა გვესმოდეს, როგორ მუშაობს სხეულის არის მექანიზმი და ეს ანართები, როდესაც მუშაობენ, ისინი ჩვენში баდებენ გარკვეულ აზრებს. Вот. А мысли запускают в мозгу нашем определенные там нейротрансмиттеры, такие химические как бы передатчики мысли, и они в свою очередь запускают реакции в нашем теле, которые мы называем эмоциями. ფიქრები ნეიროტრანსმიტორებს რთავენ, უშვებენ ჩვენს ჭკუაში, ტვინში და შემდეგ ისინი უკვე მათი შედეგად უკვე გამოიწვევა ემოციები. Вот. Это эмоции, любая эмоция, это на самом деле просто энергия мысли, которая переведена на уровень тела. და ამგვარად ნებისმიერი ემოცია სინამდვილეში არის ფიქრები, ფიქრების ენერგია, რომლებიც უბრალოდ სხეულის დონეზეა გადმოყვანილი. Вот. Ну, то есть эмоция сопровождается определенными гормонами, и тело привыкает просто к этим эмоциям, как наркоман к наркотикам. და ამგვარად ემოციას თანხმობა გარკვეული ჰორმონები და სხეული ეჩვევა ამ ემოციებს როგორც ნარკომანი ნარკოტიკებს. Вот. И поэтому вот это ненормальное состояние за долгие как бы годы жизни, вернее, мы привыкли считать его нормальным. და ეს არანორმალური მდგომარეობა, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე ჩვენ მივაჩვენთ, რომ ჩავთვალოთ ის ნორმალურად, И обуславливание так и происходит. Что такое обуславливание? То есть когда, вот, допустим, человек, ну, привык беспокоиться. Вот есть у него это анархия или программа вирусная, страх какой-то или беспокойство. ამ პირობება ზუსტად ასე ხდება, მაგალითად, როდესაც ადამიანი მიმშეულია ეს ღელვას გარკვეულ შიშს, ფორიაქს. Вот. И тело привыкло к этим гормонам вот этой эмоции. И когда их нет, оно как бы запрос посылает в мозг, что нужно как-то что-то не хватает. სხეული მიაჩვია ამ ჰორმონებს და როდესაც ისინი არ არის, ტვინში აგზავნის მოთხოვნას, რომ არ მყოფნის ეს ჰორმონები. Вот. И получив этот запрос, ум начинает искать причины для беспокойства, для страха. И порождает опять мысли возникают, порождают эмоции, и опять как бы вроде бы вернулся этот баланс привычный в теле. და როდესაც სხეული უშვებს ამ მოთხოვნას, ჩვენ ვრეაგირებთ ისე, რომ ფიქრები წარმოიქმნება, ანუ ჩვენ ვიწყებთ ძიებას, რაიმე მიზეზის რის გამოც ვინერვიულებთ, იწყება ფიქრები და ამ ფიქრები ისე უბადებს ამ ემოციას, რომელიც მიეწოდება ამ სხეულს. Вот. И вот это и есть обусловливание телом, да, то есть тело, которое порождено определенными мыслями, оно само начинает как бы диктовать нам мысли, которые оно хочет. И так вот сознание срастается с телом таким, связь такая получается. ეს არის ზუსტად სხეულით განპირობებულობა, როდესაც სხეული თან ისეთი კავშირია, რომ ცნობიერება დამოკიდებულია სხეულზე, ძალიან ღრმა კავშირია მათ შორის. Вот. То есть сознание создает тело, но тело начинает влиять на сознание. И это называется, что материя как бы поработила душу. ცნობიერება ქმნის სხეულს, მაგრამ სხეული იწყებს ცნობიერებაზე გავლენის მოხდენას და ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ მატერიამ სული დაჩრდილა. Вот. И вот эти все вещи для преданного важно отслеживать себе. И
Есть пример, кстати, интересный в Бхагаватам о том, как Видура а, отреагировал на такой вот конфликт. ერთ გულისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ რამეებს საკუთარ თავში დააკვირდეს ხოლმე და არის საინტერესო ისტორია ბჰაგავატამში თუ ვიდურამ რა რეაქცია მოახდინა ასეთ რამეზე. Вот, там, помните вы, как его оскорбил Дурьотхана? Ну, то есть, когда там Dhritarashtra позвал Видуру и спросил у него совета, и тот ему стал говорить, что надо отдать царство как бы Юдхиштхире, а Дурьотхану вообще выгнать. И Дурьотхана стал его оскорблять. თუ გახსოვთ მომენტი, როდესაც ვიდურა ურჩევდა ტრიტარაშტრას, ტრიტარაშტრამ რჩევა კითხა, ვიდურა კი ურჩევდა, რომ უნდა მივცეთ ნაწილი სამეფოსი პანდავებს და ამ დროს დურიოთანამ დაიწყო ვიდურას შეურაცხყოფა. Вот. И там описывается реакция Видуры. Вот интересно очень, ну, нам как преданным это практично. То есть мы должны как бы из наших книг Шрилы Прабхупады ну, выводить какие-то вещи, которые практичны для нас в жизни. Надо как-то знания переводить в практику, в реалии жизненные. და თუ დავაკვირდებით ვიდურას რეაქციას, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, როგორც ჩვენთვის, როგორც ერთგულებისთვის, ჩვენ რა ვკითხულობთ წიგნებს სრულ პრაბჰუპადას, ჩვენ უნდა გადმოგქონდეს ეს ცხოვრების რეალურ პრაქტიკაზე. Вот. То есть это не значит, что мы не будем чувствовать, ну, как сказать, неприятные ощущения, боль какую-то, да, от каких-то слов или там поступков кого-то. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ უსიამოვნო შეგრძნებებს არ ვიგრძნობთ, ტკივილს თუ ვინმე ცუდად იქცევა ან ვინმე ცუდ რამეებს გვეუბნება. Вот. Боль будет ощущаться. И там Видура, там в стихе описывается, он был, его сердце было пронзено стрелами этих жестоких слов. ტკივილი Дурьот. იყო და აღწერილია, რომ ვიდურას გული ამ სასტიკი ისრებით იყო გაპობილი. Вот. Но разница как бы между таким зрелым, преданным, я не буду говорить чистым, вот, но зрелым, что он не теряет самообладание даже вот в такой ситуации. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ მოწიფული ერთგული თვითკონტროლს არ კარგავს ასეთ სიტუაციაში. Вот. И то есть даже чувствуя боль, там описывает Прабхупада, что он почувствовал боль, там это даже термин на санскрите, болевая точка марма. Вот. Марма это, значит, такая, есть точки в нашем теле, которые очень больные на них. Ну и сердце это самая такая чувствительная вещь. И какие-то слова очень сильно ранят. Говорят же, слова хуже, чем стрелы ранят. მან ტკივილი იგრძნო სანსკრიტზე ასეთი სიტყვაც არის მარმა, რაც ნიშნავს წერტილებს, რომლებიც ძალიან მტკივნეულია ჩვენს სხეულზე და რა თქმა უნდა სიტყვები ყველაზე მეტად დგენს. Вот. И он, ну, то есть видел, чувствовал боль, видел вот эту эмоцию боли у себя как бы в сердце. Но вот эта способность смотреть на это чуть-чуть со стороны, это то, чего нам надо учиться. Что боль мы будем чувствовать, или как у спортсменов есть такой слоган. Боль неизбежна, а страдать или не страдать, это мы выбираем сами. ანუ ტკივილს მაინც ვიგრძნობთ, ის გრძნობდა ტკივილს, მაგრამ გვერდიდან უყურებ და ამას არ აყვა. ეს არის უნარი ადამიანის, რომ ტკივილს გრძნობდე, მაგრამ ამ ემოციას აკვირდებოდე გვერდიდან. Вот, поэтому мы, чувствуя боль какую-то, если мы выбираем не страдать от этой боли, то мы будем немножко ну, со стороны смотреть на то, что происходит с телом, потому что эта эмоция все равно в теле. და თუ ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ გვერდიდან უყუროთ ამ ტკივილს, ამ დროს არ დავიტანჯებით ამ ტკივილთან ერთად და გვერდიდან შევხედავთ, როგორ იტანჯება სხეულს, რადგან სხეული ჩვენგან მოშორებითაა. М. Вот, и поэтому
Ну вот, хотя нам не нравятся негативные эмоции, проявления их, вот мы там не должны от них отмахиваться, подавлять, потому что если она не переварится, ну, грубо говоря, нашим разумом, она будет отравлять нас в подсознании. ამიტომაც ჩვენ კი არ მოგწონს ეს ნეგატიური ემოციები, მაგრამ თუ ჩვენ დავთრგუნავთ მათ და გავექცევით და ის თუ არ მონელდა მოწამლავს, ის გააგრძელებს ჩვენ ცნობიერების მოწამვლას. Вот, поэтому нам, ну, не надо думать, что как бы подавляя, стараться как бы стараться не замечать этих негативных эмоций, не надо думать, что мы их таким образом управляем ими. ამგვარად თუ ვცდილობთ რომ არ შევამჩნიოთ ეს ჩვენი ნეგატიური ემოციები და თურმის დათრგუნვას ვცდილობთ, არ უნდა ვიფიქროთ რომ ჩვენ ამგვარად მათ ვმართავთ. Вот. Но на самом деле таким образом мы их переводим в такое в подсознание, в область подсознательного, и это на самом деле гораздо более опасно. სინამდვილეში ჩვენ ის გადაყავს ქვეცნობიერის დონეზე და ეს ბევრად უფრო საშიშია სინამდვილეში. Вот, поэтому, ну, преданным не надо бояться негативных эмоций, надо гораздо будет правильнее вот наблюдать за тем, как она проявляется немножко со стороны, как бы чуть-чуть отделяя себя от нее. ამგვარად ერთგულებს არ უნდა შეშინდეს ამ ნეგატიური ემოციების უბრალოდ არ უნდა დათრგუნონ მაშინ, უბრალოდ უნდა ეს როგორც ზნობენ უნდა დააკვირდნენ ამ ემოციას გვერდიდან. Вот, поэтому вот этот этап анархоневритии, который иногда у нас длится десятилетиями, на самом деле его не пройти, если не анализировать свои эмоции и не пытаться как бы с ними вот работать, и смотреть со стороны, как-то их нейтрализовывать потом эмоции другой, позитивные. და ზუსტად ამის გამო ზოგჯერ ანათანებრით ესე ეტაპი 10 წლეულები გრძელდება ხოლმე თუ ჩვენ ამგვარად არ ვიქცევით გვერდიდან არ ვაკვირდებით და პირიქით ვთრგუნავთ მათ. Вот, и что это как раз то, ну, и вот эти все эмоции негативные, эти программы вирусной анархии, они же на самом деле порождены эгом ложным. Вот, и чтобы его ослабить, то вот начинается с этого. Ослабление ложного эго начинается с наблюдения за этими реакциями своими, რადგან ეს ანარხები осознанность. სულ ეგოთია მშობილი და ამ მათთან გათავისუფლება იწყება ზუსტად დაკვირვებისგან, გაცნობიერებულებისგან, როდესაც გვერდიდან ვაკვირდებით ამ ყველაფერს. Мгм. Ну, в общем, если вернуться к стиху, тут еще немножко, тогда как в конце комментария Шрила Прабхупада говорит о том, что преданных обвиняют в том, что они разжигают вражду между родственниками. ეს ლექს რომ დაუბრუნდეთ შილაპრაპადა კომენტარების ბოლოს ამბობს რომ ერთგულებს იმაში ადანაშაულებენ რომ მტრობას აჩენენ ნათესავებს შორის. Вот, и такая иллюзия, которую люди впадают, что ошибочно принимают преданных за врагов, но на самом деле они друзья всех живых существ. ამგვარი ილუზია, როდესაც ადამიანები შემთხვევით იღებენ ერთგულებს მტრებად, მაგრამ სინამდვილეში ერთგულები ყველა ცოცხალი არსების მეგობრები არიან. Хотя на самом деле любая серьезная духовная традиция, она так или иначе, ну, говорит о том, что даже в Библии же есть эти фразы довольно-таки суровые, где Христос говорит о том, что враги человеку домашние его. Вот я пришел принести не мир, но меч, там, разделить там, отца с сыном, там, и что-то еще как. Я не понял вот эти фразы на грузинском, как перевести. Не знаю. Ну, то есть в Библии тоже такие есть фразы, которые Христос говорит о том, что
Что родственники это враги человека, близкие его это враги. ბიბლიაშიც კი არის სიტყვები, სადაც ქრისტე ამბობს, რომ ნაცნობი არიან, ახლობლები არიან მტრები ადამიანის. Вот, ну, тут имеется в виду, просто опять же, возвращаясь к началу, что это привязанности как бы наши материальные, они душе мешают, в конце концов, установить отношения с Богом и через, как бы, вернуться в духовный мир в итоге. ეს ნიშნავს, რომ მატერიალური მიჯაჭვულობები სინამდვილეში სულ შლიან ხელს, რომ საბოლოო ჯამში ღმერთთან დაბრუნდნენ, ღმერთთან დაამყარონ კავშირში და დაბრუნდნენ მასთან. Вот. Ну, так или иначе, в общем, здесь, в этом мире, неестественно. Ну, то есть в материальном мире здесь это неестественная вещь, как бы быть, ну, идти духовным путем. А естественно, наоборот, здесь пытаться наслаждаться. მატერიალურ სამყაროში არაბუნებრივია სულიერი გზით მიდიოდე და ბუნებრივია, რომ აქ სიამოვნებებს განიცდიდე, ცდილობდე. Вот, этот же мир создан как раз для тех душ, которые хотят здесь наслаждаться, хотели. რადგან ეს სამყარო ზუსტად იმ სულებისთვის არის შექმნილი, რომლებსაც სურს რომ აქ ისიამოვნო. Вот, и поэтому, когда приходят, Бог приходит или его посланники, вот, они приносят как бы вот эту благую весть, но она болезненная, что как бы здесь, в этом мире, счастья нет. ამიტომაც, როდესაც მოდის ღმერთი ან მისი გამოგზავნილები, ისინი გვეუბნებიან ამ სასიკეთო ამბავს, მაგრამ მტკივნეულს, რომ ამ სამყაროში ბედნიერება არ არის. Вот, что счастье, оно не здесь, оно там, вот, в отношениях с Богом, вот, и там оно вечное, რომ никогда не кончается. ბედნიერება აქ არ არის, ბედნიერება არის იქ ღმერთთან ურთიერთობაში და ამ დროს ის არის ბედნიერება არასდროს სრულდება და არის მარადიული. Вот, но мы по-прежнему все еще пытаемся здесь так или иначе как-то стать счастливыми. Хотя Прохлада Махарадж говорит как раз, как только человек перестанет стремиться к счастью, только тогда он ощутит счастье. მაგრამ ჩვენ მაინც აქ ვცდილობთ რომ სიამოვნებების და ბედნიერების მოპოვებას, მაგრამ პრაჰლადა მაჰარაჯა ამბობს, როგორც კი ადამიანი შეწყვეტს ამ ძიებას, ბედნიერების ძიებას, აქ მაშინ იგრძნობს ზუსტად ბედნიერებას. Ну, в принципе, наверное, да, время как раз уже подошло к концу. Ну, то есть, если подвести итог этой истории, то так или иначе здесь всегда будут конфликты между материалистами и теми, кто пытается как раз стать на духовный путь. Вот. И нам надо учиться не имитировать в себе святого, потому что у нас еще есть ложное эго, а как раз попытаться следовать, то есть анукаранам и есть анусарам, не имитировать святого, а следовать как бы по пути святости, пытаясь как бы правильно действовать, реагировать, наблюдать за тем, что происходит внутри у меня, в сознании моего сердца. რომ შევაჯამოთ სულ იქნება მტრობა მატერიალისტების და ერთგულებს შორის, ჩვენ კი იმიტირება არ უნდა მოვახდინოთ წმინდანის, არამედ უნდა ვეცადოთ რომ მივყვეთ სიწმინდის გზას და თანდათანობით გაგვათავისუფლებს ეს ყველაფერი. Вот, Хари Кришна. Есть, может быть, вопросы, дополнения, возражения. შეკითხვები ან დამატებები? У меня есть... Шиви Прабhu, да. Хари Кришна, дорогой. Хари Кришна. Спасибо, Гиридхари Прабhu, очень интересная лекция. Приятно послушать. Я хотел добавить, что маленькое дополнение хотел сделать. Во второй песне Шримад Бхагаватам, там как раз вот этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем уже долгое время, там он
причина этого раскрыта. Там говорится, что у Брахмы было 3 любимых сына, да, то есть 3 возвышенных сына, и он перечисляет, это первый был Такша, он говорит, Но он Дакша, олицетворяет кармаканду, олицетворяет. да, он олицетворяет Кармаканду, второй был Нарадамуни, он 4 кумара. олицетворяет 4 кумара, они олицетворяют Гьянаканду, Гьяна Канда, да. да, и третий был Нарадамуни, преданное служение. То И есть он был они, самым любимым у Брахмы. да, он был самым любимым сыном Брахмы. Да. Он не то, что они олицетворяют, они как бы, у них эта миссия такая была. Так я понял из этого, когда прочитал это. Они должны были таким образом действовать, как Гьяна Карме, это была их миссия. А Нарадамуни, он был преданный. Да, самый возвышенный среди них был Нарадамуни, ясное дело. И поэтому этот конфликт, он был неизбежен с самого начала. И чтобы Брахма действовал своим таким образом, как Гьяна Канда действовал таким образом, он должен был вступить в этот конфликт. Иначе его миссия не была бы завершена. Да? Миссия чья? Этого. Дакшина. Где Дакши? Дакшина, да. Он же людей должен был заселить. Дживы должен был заселить. И Он... Да, говори. естественным образом этот конфликт должен был состояться. Да. Это предначертано было. Поэтому ничего удивительного в этом нету, насколько я понимаю. Да, потому что иначе всегда конфликт бывает между гьяни и преданными, и между гьяни и кармакандиями. Да, вот такой конфликт, он всегда существует. Поэтому это ничего такого в этом нету. Единственное, я как понимаю, единственное, что Шрила Прабхупада нам дал показать, все эти разные вариации в жизни, что высшее совершенство мы можем достигнуть только следуя за Нарадами. Путем бхакти-йоги, да. Путем бхакти-йоги, потому что так было предначертано самим Господом. Я вот это хотел сказать, что это естественный процесс. То, что они, как бы, как сказать, разные пути, понятно, что эти все карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога – это абсолютно разные пути. Они никак не соотносятся. Вот. Но тут я бы просто добавил, что оскорбления не надо совершать. Конфликт – это понятно, что у него своя миссия, там у него своя, но если бы он не оскорблял, то его участь бы была лучше. Ну, вот. Но, к сожалению, вот карма-йога, она приводит к гордыне, ну, четкое исполнение своих обязанностей, он гордиться этим начинает. Гуру Ну, Махарадж в ясно обзоре дело. Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что проблема карма-канды, того, что человек достигает очень хорошего возвышенного положения, дхармы, артхи, камы, как бы и гордость растет. Уревает. Когда, Да. да, и из-за гордости всегда гордость предшествует падению. Из-за гордости он совершил оскорбление. В этом проблема. Не в том, что он миссию, да, у него миссия кармаканда, но надо, этот путь тоже нужен. Да, ну это естественно, что этот конфликт Ну наступал. вот, но Шрила если Прабхупада бы он там не дальше говорит. Да. Если если бы бы он он не не оскорблял, оскорблял, да, тогда бы все было нормально. да, но этого невозможно. Потому что вот Не, мы видим, возможно, почему? потому что мы видим, что это естественно. Родители всегда хотят защитить своих детей именно с той стороны, с какой они считают это нужным.
на каком уровне они находятся. С этого уровня они пытаются защитить своих детей. Ясное дело это. Да, вот сейчас даже наши родители, они тоже так. Ну, за исключением не всех, некоторым родителям все равно, как их дети будут, что будут делать их. Ну, есть такая система. Ну, когда, допустим, мы видим, что из богатой семьи родители привязаны к своим детям, они тоже готовы проклинать. Шрила Прабхупада говорит, что меня тоже прокляли родители за то, что я поставил на путь истины, да. То есть... Это неизбежные конфликты, да. Неизбежный конфликт, да, потому что сами вот эти карма-канда, гьяна-канда и преданное служение, они как бы несовместимы между собой. Ну, единственное, что если человек поставит, как вы сегодня говорили, в центре всего Бога, да, тогда может наладиться, но в этом случае не было такого. Как карма-йога, допустим, в сознании Кришны, да, человек тоже может заниматься карма-йогой, но и все посвятить Кришне. Но этого не случилось. Так что я думаю, что это было задумано самим Господом, и потому Брахма говорит, что он разделил деятельность вот эту гьяну, гьяна-карму, карма-канду и преданное служение, и дал им как бы миссию такую, да, они получили от Брахмы. Так что... Ну, да, это с этим я согласен. Должны как бы понимать, что чтобы исполнить какую-то миссию, человек должен в этом своем деле быть очень сильно сосредоточен на своей деятельности. Тогда он достигнет успеха. Это в любом, да, деле. Да, в любом деле. Так что можно считать, что это была миссия Господа, как бы она была дана Дакше. И, конечно, Дакша, он был очень, очень опасном положении, потому что он, да, понимаете, да, почему это было опасное положение? Потому что он, во-первых, занимался много сексом, от этого теряется энергия, духовная жизнь начинает как бы казаться нереальной с этой точки зрения. Ну, если просто нам, как преданным, надо понимать Бхагаватам, какую цель преследуют все эти истории в Бхагаватам, они преследуют только одну цель – показать, что чистое преданное служение это единственный путь, который может удовлетворить душу. Вот, что все остальное, все эти истории, они как бы рассказаны в Бхагаватам для того, чтобы человек в конце концов понял, что это не надо этим заниматься всем остальным. Да. Нужно заниматься только преданным служением. Только преданное служение, правильно, я согласен. Харе Кришна, можно вопрос? Да. Да, конечно. Да. Ну, то у меня вопрос будет, просто я хотела немного свое понимание касательно, опять, это же вопрос, который Шрила Прабхупада поднимает, это естественно конфликтно, естественно то, что они не могут совпадать, вот эти три пути, естественно, это разные пути, но мы должны понять, что неестественно оскорбление. И мы не можем сравнивать наших родителей с Дакшей, потому что здесь же говорится, у него уникальное положение было, высокое положение было, достижения были. И именно спрос бывает с таких личностей, которые могут занимать такое положение, и большой акцент именно на этих личностей бывает, смотрят, они как пример бывают. И поэтому именно такие личности, в принципе, не имеют права ошибаться. Он мог защищать свой путь, защищать свое служение, но не ценой оскорбления. Вот это имеется в виду. Все он правильно делал, он хотел заселить, все он хотел послужить отцу и все тому подобное. Но не ценой оскорбления. Вот это единственный момент, то, что нам хотят донести.
кто бы ни был, какое положение ни занимал. Здесь дело не в Дакше, не в том, не этом. И должны мы понимать, что действительно вот та гордость, которая у него была, вот это к этому и привела. А здесь о нем не идет речь. А сейчас я хотела вас спросить, знаете, вот этот момент немножко раскрыть насчет гнева. Вы говорите не имитировать. С одной стороны, человек понимает, что в какой ситуации он должен сдержаться и не проявлять этот гнев, да? Но неправильно считать, что у тебя его нет, упускать это и идти дальше, вот это неправильно. Значит, в этой ситуации мы должны просто потом анализировать, понимать, почему это произошло, понимать, что это, почему у меня вот проявился этот гнев, хотя я его сдержала, да, хотя его сдержала, не проявила, но как бы это не упускать из виду, а задуматься, почему это у меня произошло, и работать над этим и понимать. Вот это должно происходить. Вот что значит не имитировать? Да, я могу имитировать, это неосознанно. Да, вот я якобы хочу выглядеть там смиренной, пропускаю, но считаю, что внутри это правильно. Или вот нужно действительно понимать, что это неправильно. Я все же сымитировала, я понимаю, как правильно надо поступать, но не останавливаясь на этом. Я углубляюсь в себя и начинаю разбираться. Вы это имеете в виду, да, чтобы понимать, как правильно выходить из этих ситуаций, как правильно убирать из себя это? Ну, да, в принципе, правильно. Вы правильно озвучили все. Вот. Единственное, я добавлю только, что, в принципе, иногда даже можно и проявить какую-то часть гнева, если мы как бы не можем прямо его сильно сдержать. Просто, опять же, важно это все-таки сделать не... Если это мы можем сделать, не впадая, не подпадая под эту энергию гнева, то есть не становясь ее как бы рабом, вот, не идя на поводу эмоций, когда захлестывает. Вот. То есть, потому что преданные и Прабхупада, они пользовались, ну, чистый преданный, он проявляет гнев тоже, но он просто может в тот же момент его просто, там, вера была, как он проявлял гнев, и в тот же момент, когда все как бы менялось, он раз и сразу же мгновенно его оставлял. То есть его не владела им эта эмоция. Вот, если мы так это можем, то можем даже и проявить, если нету внутри вот этого связи с этой эмоцией, и мы прям просто, ну, накрывает нас, скажем так. А в тот пример, который вы привели, ну, действительно надо отслеживать. Если мы не проявили ее, но надо все-таки понять, насколько я ее отследил в себе, насколько я увидел эту эмоцию, почему она возникла, да, и насколько я себя с ней отождествил, вот, получилось ли отстраниться от нее, насколько это меня задело. Тогда, да, вот этот анализ, интроспекция очень важен для преданного. Можно перевести? Огромное спасибо. კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ არ იმიტირება რას ნიშნავს, ანუ როდესაც მე არ გამოვხატე ეს ბრაზი, შემდეგ არ ვიფიქრო, რომ მე უკვე აღარ მაქვს ეს ბრაზი, წმინდანი ვარ, არამედ როდესაც მე ვცდილობ, რომ დავინახო ეს, რომ მე სინამდვილეში ახლა ჯერ კიდევ მაქვს, მაგრამ უბრალოდ არ გამოვავლინე, ანუ ეს დავაფიქსირე, ხომ ეს არის და გირითარი პრაფუმ თქვა კი, რომ კი ზუსტად ესეა, ამ დროს კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ უბრალოდ მე არ მაქვს, არამედ უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს თავში, მაგალითად ეს ბრაზი რომ როგორც ახსნა ბრაზი რომ ემოცია გამოვლინდა, დავინახეთ რომ ეს გვაქვს, მაგრამ თუ არ გამოვავლინეთ ეს, მაგრამ არც ვიფიქრეთ რომ არ გვაქვს, არამედ დავაფიქსირეთ რომ გვაქვს, მაგრამ თუ ბრაზი ძალიან დიდია და ამ დროს არ შეგვიძლია ისე რომ არ გამოვავლინოთ და უბრალოდ გვერდიდან დავაკვირდეთ, მაშინ უნდა გამოვავლინოთ ეს, იმიტომ რომ შემდეგ უარესი იქნება. მაგრამ თუ შეგვიძლია რომ არ გამოვავლინოთ და გვერდიდან დავაკვირდეთ და დავაფიქსიროთ რომ ეს უბრალოდ იყო, მაშინაც უნდა მოვიქცეთ. კიდევ ერთი მომენტი რა თქვა, რომ შეიძლება გამოვავლინოთ, მაგრამ ეს არ ჩაგვეთრიოს უფრო გრძელ იმაში. შეგიძლია უცბად შეწყდეს და
შეგვიძლია ასევე გამოვავლინოთ, როგორც შილა პრაბჰუპადა ხან გაბრაზდება, როცა საჭირო იყო, მაგრამ მეორე წამს უკვე შვიდად იყო, ანუ არ გაყვა ეს ბრაზი მთლიანად დიდხანს. Я еще тоже, Гиридхари Прабху, хотел, да, еще один пример привести, добавить еще кое к этому всему до кучи, что сам Брахма, он тоже допустил большую ошибку оскорбления Господа, он совершил прямую оскорбление Господа, когда он похитил детей пастушков. Пастушков, телят, Да. коров, пастушков. Да. Да, телят, коров. И также и Индра, они тоже великие полубоги, и Индра, он тоже совершил оскорбление, он наслал на Вриндаван ливневые дожди, то есть, и все это произошло из-за ложного эго. Тут разница между ними и Дакшей в том, что они раскаялись, они осознали и раскаялись. Дакша первый раз раскаялся, а второй раз нет. Вот, а они же, стали просить прощения, как бы Ну да. поняли, Не, осознали. я говорю о том, что ошибки в преданном, вообще ошибки в преданном служении, они постоянно нас преследуют, и поэтому Ну да. мы должны быть снисходительны к таким людям, не с точки зрения мы должны на них смотреть, вот они пачи и так далее. Мы должны смотреть, что они ошибаются, да, и это как бы этикет вайшнавский, да, то есть не должны мы хвастаться какими-то своими достижениями, допустим, в преданном служении и таким образом принижать достоинство тех, кто ошибся, да, потому что мы сами тоже подвержены ошибкам. До какой-то степени сами мы не станем чистыми преданными, или према у нас не появится. Поэтому, что я считаю, что первое качество – это терпимость по отношению к окружающим. Это очень важное качество. Терпение, да, как говорил, что святого человека два качества есть. Терпение и сострадание. Да, так характеризуется. Мы, хотя мы не святые. Тикшава Каруника, да. Тикшава Каруника, да. Мы не святые, но мы должны потреблять эти качества в нашей жизни, чтобы приближаться к этому. Ну да. Да. Мы должны понимать, в чем как бы идеал, а от ошибок никто не застрахован. Я лишь просто добавил, что преданные не впадали в ошибку и подавляя в себе негативные эмоции, они начинают думать, что они проявляют святость, как бы терпение, сострадание. Хотя внутри может все кипеть, и потом нам ночью как бы мы всю ночь не спим, и в уме крутится как бы вот эта вся острая ситуация, кто-то нам что-то сказал, как-то не так поступил, и мы все время прокручиваем в уме все это. Это Да, значит, и что получается, что мы непереваренная эмоция. Приняли участие в оскорблении тоже. Ну, конечно, это не такое прямое оскорбление, но... Не то, что оскорбление, просто мы не понимаем, как работает наш механизм вот этого тела, тонкого тела, ложного эго, и вот этот этап анархоневрити, он просто не пройден. Оскорблению. Мы становимся, мы не всегда позитивно думаем, то есть мы можем думать, вот... Ну, в уме, да, в уме будет негативная эмоция вариться. Да, негативная эмоция будет, и это очень плохая эмоция, потому что мы можем совершать, оскорбительно думать, хотя это не так греховно, как говорить, да, но думать тоже может понести реакцию человек за то, что он думает плохо о ком-то, то есть в Кали-югу, по крайней мере, есть такая в Бхагавата написано, что в Кали-югу, если человек меньше реакцию получает, если думает плохо о ком-то, и больше реакцию получает, если он говорит, и если он действует, еще больше получает реакцию. То есть это мысли. Хотя Гаур Говинда Махарадж сказал, что если ты получил посвящение, то ты даже за мысли отвечаешь, если ты принял духовного учителя. Совершенно я согласен. Мы отвечаем даже за мысли, но не в такой степени. Поэтому как бы весь Бхагаватам, он нас к этому приводит, как мы должны правильно действовать и внутренне, и внешне, и каким образом должны мы контролировать себя
свои внутренние, потому что эти все внутренние переживания наши, они потом могут проявиться в действии. Мгм. Поэтому, как бы, да, вот это я хотел тоже добавить. Хорошо. А, Да, спасибо большое, Шимика. Ну, Вам тоже спасибо, потому очень. что бхакти-йога– это внутренний как бы путь осознанности, это не механические процессы, это А, труд очень работы над собой, над своим эго, над эмоциями. А это же не так просто. ну да. Вот, и ошибки будут, и как бы не ошибается тот, кто ничего не делает, просто надо продолжать вставать и извлекать уроки, учиться и пытаться идти по стопам вот, великих душ, чистых преданных, учиться у них. Ну и этот процесс, я думаю, начинается с нашего грубого поведения. То есть мы, по крайней мере, должны, хотя может это показаться с одной стороны лицемерием, но иначе другого пути, я думаю, у нас нету. Пока мы должны доброжелательно относиться ко всем живым существам. Это, как я думаю, и может я неправильно думаю, что таким образом мы в себе можем потом это развить, это качество, чтобы внутренне тоже оставались чистыми в любых ситуациях. Как Нарадамуни остался чистым, когда его оскорбил Дакша. Он не осквернился и не стал его ругать и так далее, да? Не стал Да. проклинать его. Потому что он, Нарадамуни, он находится, как говорится, как Господь, он находится в сердце каждого существа, живого существа, и он Но он все, чистый преданный, да. да, он Нам знает, просто что происходит внутри всех живых существ, то есть он настолько могущественный, потому его называют даже Бхагаваном, да? Мгм. И Ну да, поэтому, он саду. Нам просто не надо имитировать такой уровень. Вот это да, нам не опасно. надо, но, Чтобы не быть лицемером, вот, не надо имитировать такой да, но уровень. мы можем видеть, что даже в такой ситуации он не стал проклинать Дакшу, и он Да, он отнесся к нему с пониманием, то есть он знал, что это великая душа и так далее, и он понимал, что это все, и как это, из-за чего все произошло, и он не стал его проклинать. Хотя, если с нами такое случится, мы будем проклинать, я думаю, по крайней мере, я ну вот, да. про Вот, по себя крайней знаю. мере, да, по крайней мере, нам не надо проклинать уж точно, оскорблять. Вот. Ну да, да. И не То надо есть, делать вид, что я если внутри боль испытываю, не надо делать вид, что я святой, и я простил, и все. А хотя да, да. потом думаю об этом. То есть, да, вот это как бы Нужно, бывает, нужно очень хорошо отдавать себе отчет, на каком я уровне нахожусь, и вот с этим работать, с этого уровня, как бы работать со стараться своими контролировать эмоциями, со свои своими, эмоции. да, со своими сознаниями, не делать вид, что у меня все хорошо, я простил, я святой, вот и так далее. Да, Как тут Дакша говорит, на самом деле я святой, а не ты святой. ну да. Вот такого сознания не должно быть. Не должно быть, да. Ну, это урок, какой мы должны вынести из этой ситуации конфликтной. Ладно, хорошо. Я вот меня, Да. наверное, обвиняют, что я затягиваю все время лекции, но, честно сказать, слушай, если кто-то торопится, то другое дело. А если нет, мы можем в этих разговорах какие-то искры истины находить. Да? И потому говорится, обсуждение Бхагаватам– это высшая деятельность. И нету ничего выше, чем обсуждение Бхагаватам, слушание, повторение, да. Это наше единственное прибежище мы должны получить в этом. Так что все хорошо. Я думаю, все нормально. Тем более у многих есть время. Особенно у меня. Я не буду скрывать, что у меня очень много времени и недостаточность общения. Так что если кто-то там, чтобы не подумал, что я вот именно из-за какого-то принципа начинаю много разговаривать, нет. Я хочу извиниться, что мне не хватает общения вот в этом смысле. Ладно. Хорошо, да. Харе Спасибо Кришна, большое. Гиридхари Прабhu. Можно маленькая вещь скажет?
Спасибо Да, вам за конечно. лекцию. Очень интересную тему затронули. И правда, это очень важно для нас. И я хотел просто еще, чтобы это еще больше увидеть, вот почему, да, мы а, как-то хотим из себя сделать, что мы святые, даже может быть не всегда для того, чтобы другие это увидели, а мы себе тоже обманывать себя, что и внушить, что я вот уже достиг этого уровня. И по сути дела это то есть это крайность к сахаджи, потому что в этом моменте, вот, когда думаешь, что вот я святой уже, я достиг вот этого высшего уровня, вот эта крайность, это происходит из-за ложного эго, то есть я не могу, когда вижу мои энарты, я не могу поверить, что у меня есть, я хочу верить, что я уже освободился от них, и это на самом деле проистекает из нашего эго, что как я не святой, я же должен быть святым, и у меня не должно быть все это. И на самом деле, если есть смирение, в этот момент мы думаем, мы видим, что у нас есть, и мы спокойно смотрим, да, у меня все это есть, и принимаем. И когда мы принимаем, уже вот так продвигаемся, не делаем вид, что их нету. Мы принимаем и постепенно пытаемся освободиться от них. И вот из-за ложного эго. Ну, это крайность, кстати. И есть другая крайность. И другая крайность, это все сложно, я и так не могу от этого всего освободиться, и пусть я так им останусь. Да, и по факту всегда вот в середине. И вот я хотел просто это добавить. Очень интересная Да, лекция. спасибо. Да, Кришна, спасибо, спасибо. Ратибушина Прабhu. Так и есть все. Все так и есть, действительно. Никогда преданный себя не считает преданным. Ну вот. И святым тем более. И даже старшим преданным. Вот. А я, к сожалению, сталкивался с такими выражениями, когда преданные говорили, что я старший, вот, там, старший слуга, или там я старший. Ну, то есть это иллюзия, это эго, действительно. В общем, Да. Даже вот смотрите, третий святые, стих Шикшаштаки — это наша медитация. Вот, надо просто молиться. И по милости, вот эти все качества, они на самом деле святости, они не самоцелью являются и приходят как бы не по нашим усилиям, это просто милость Господа Кришны. Если вдруг мы сможем что-то проявить из этих качеств души. Вот, потому что у души свойственны вот эти качества святости. Вот. А, и нам надо понимать свой уровень, как вы сказали, и не имитировать, не самообманом не заниматься тоже, да, что я уже там 40 лет в сознании Кришны, вот, это у нас появилась такая личность интересная, которая заявляет, что я могу благословлять, я уже там старшая преданная. Ну, в общем, это да, в сторону немножко. Я к тому, что преданные никогда себе не считают преданным. Вот, это априори все так, даже Прабхупада так говорил о себе. да, и я Вот. что хотел сказать, что есть такие преданные, чистые преданные, которые говорят, что я ниже червя, навозного червя. То есть, Кришнадас Кавирадж здесь пишет в Читане Чаритамрите об этом. Это Бхактивинод Тхакур тоже так говорит. ну, Вот. чистые И преданные, которые поняли величие Господа, а понимают, в каком состоянии они находятся. То есть они а, видят, какая пропасть между ними и Господом, поэтому они смиренно так говорят, и они так и думают об этом. а, да, они на самом деле так считают. Они не говорят это ради того, чтобы получить какую-то дешевую выгоду от этого, да, что вот я паче, я низкий. Сейчас, кстати, очень много таких появилось преданных, которые говорят, я паче, я вот такой, я такой. Да, есть. Ага. Да. И это Я тоже. просто, как сказал Прабхупада, ты обыкновенный, никакой ты не самый падший, ты обыкновенный, Да, незначительный. да. Да. Надо просто понимать, как бы не строить иллюзий, ни в той крайность не впадать, ни в эту.
самоуничижение, пати гордости. И самоуничижение, и гордость — это две стороны одной медали. Да. Вот, ладно, преданные, спасибо большое. Харе Харе Кришна, Кришна. наоборот, Тогда вам спасибо. закончим на этом. Да. Очень Харе хороший. Кришна, Грантарат Шримад Бхагаватам ки джай, Шила Джай, Прабхупада ки джай, джай, Гаура Примананда. Шри Харе Харе Прабhu Кришна Ki Вайшнава. Jai. джай. Харе Кришна, Да, спасибо джай большое. Прабхупад, джай Гурудев, Харе Кришна.